мы будем тогда начинать разрабатывать тоже первые, ну, как сказать, программы обучения вот в сентябре этого года. И потом продолжается в сельском хозяйстве тоже в следующем году. Потому что мы потихонечку будем начинать работать с другим сектором. И поэтому я хочу вот это просто подчеркнуть, что, конечно, вот ИКТ, в смысле вот это базовые, ну, цифровые навыки, мы уже, ну, частично начинали в рамках вот этого первого курса по модели Go. Но будем разрабатывать не только вот маленькие модули, но, конечно, вот самый курс базовых навыков для тех, которые работают в разных сферах экономики. Потому что это один из самых больших востребованных со стороны работодателей, что они говорят, что, к сожалению, знание вот базовых навыков по ИКТ не существует среди обычных сотрудников. Поэтому мы будем и разрабатывать конкретные курсы, модульные курсы по тоже вот этой тематике. В дополнение этого вопроса хотела бы для уточнения. У вас здесь представлены сектора, а можно узнать, по каким профессиям? Вот строительство — это все-таки отрасль, сектор, по каким профессиям будет? И хотела бы в свою очередь сказать, что у нас по части компьютерной грамотности у нас программы практически обновлены, и они, в принципе, с парком высоких технологий, эта программа через наш РНМЦ утвержден. Хотелось бы, чтобы одну и ту же работу мы не повторяли, а возможно взять эти курсы, если есть дополнение, просто мы, может, улучшим. И если можно, вот по отраслям, конкретно по каким профессиям, длительность курсов, это вот мне интересно. Сначала, конечно, мы не хотим, как сказать, ну, развивать совсем уже существующие хорошие курсы снова. Поэтому, значит, первый шаг — это постоянно сначала анализа рынка, какие курсы уже существуют, какие качества. Есть какие-то, конечно, может быть, недостаток, есть какие-то элементы, которые нужно еще добавить на базе вот этого обратной связи со стороны вот этого предприятия. Это первый шаг нашей работы. Мы не будем просто развивать какие-то курсы повышения квалификации. Что касается длительности, у нас есть в рамках нашего проекта какая-то, ну, перспектива, что мы можем предоставить курсы до максимум 160 часов, месячный курс. Это значит, это может быть курс на 20, на 40, на 70. Вот этого часов мы считаем за нужно, чтобы представить такие же востребованные навыки. Это тоже, конечно, имеет как-то модульный характер. Например, в текстильном бизнесе были какие-то элементы, которые использовали тоже швеев, но тоже вот технологий. Потому что, конечно, мы можем как-то добавить это гибкое на этом виде. Что касается особенно конкретной профессии. Там, например, есть уже, вот как вы уже сегодня сказал, исследование со стороны Министерства труда, какие профессии сейчас особенно востребованы. На базе этого мы будем тогда и выбирать фактически профессии, но с другой стороны, не хочу сказать, там есть какое-то противоречие со стороны, вот, что нам скажем, говорил вот это предприятие или представители бизнеса, и какие результаты вы получили со стороны вашего отчета и исследования. Поэтому, например, в строительстве это был какой-то спрос со стороны электромонтажники, и надо, конечно, посмотреть, каким образом мы можем тогда адаптировать вот такие же курсы повышения квалификации в рамках нашего мандата до 160 часов.